Избивали и домогались, 7 лет держали в рабстве. Именно с такими словами в канадскую студию телевидения обратилась девушка с просьбой помочь. По ее словам, именно в ее доме прячется пожилая женщина, которая 7 лет была в рабстве. Мы приехали на место происшествия, чтобы провести журналистское расследование. 7 лет назад женщина, не знавшая русского языка, потеряла мужа и дом. Под опеку ее взяли незнакомые люди. Как говорит сама женщина, первые 2 года со стороны опекунов не было никаких признаков домогательства и насилия. Но спустя время у женщины забрали все документы, начали отбирать ее пенсию, избивали и домогались. Вы пробовали сбежать из этого рабства? Тухсадарма шутланы, тухсадарны булны? Тухсадарны? Потому что в старом доме у себя она сбегала, и в старом доме у себя, в бывшем доме она оставалась, пряталась, но ее находили. Также могу сказать, что вот в данный момент, где мы находимся, сюда она тоже сбегала. Моя мама, меня тогда не было, моя мама тогда открывала дверь, они заезжали сюда из двери и находили ее, даже если она пряталась здесь где-нибудь, они силой затаскивали, увозили ее. Она говорит, что она умрет, но туда ни за что не пойду. Уже поищу, что ли? А вот, маза дома, я спала. На кладбище, в кладбищенском доме, когда недавно она сбежала, до прихода сюда, она сбежала и на кладбище ночевала, говорит, 2 дня. Они забирали у вас пенсию, да, насколько мне известно. Можете рассказать немножко об этом? Мои пенсии есть, она получается поман, и получается не понимаешь. Выросла, Калаян Булзан, выросла Хамландархов, чуть кашта. Ну, деньги не даешь. Деньги не даешь. Не паспорт, еще не даешь. Вы сейчас без документов, без вещей, без денег? Ага, без документов, вещи все соберешь. Эту кофту, ладно, нашли, а вот она пришла даже без штанов, в одних носках и в одном платьице нашла. Вот так холодно, уже что-то поется уже. Да, и она пришла. И в одном платье у вас ни кофты, ничего не было? Нету. Это вы неделю назад пришли, уже холодно было, да? Холодно, вот, платье, вот, платье, вот. Что не даешь. А вы изначально, когда от них сбежали, вы на кладбище изначально ночевали, да? Ага, вот батук. Еще ничего нету. Главе деревни вы сообщали, были какие-то действия с его стороны? Кайзагильня, Хаюндалзам, они съездили туда. Уим Кайзагильня, уим по машину, главное, деньги не даешь. Ну, я написала, конечно, написала главе, сходила тоже. Участковая Кайзагильня, забрали. Что не дают? Ну, они ничего не смогли сделать. Шапмас, что пойдемте, не ругает. Что дома, он да, помогу жать. Да, не шапмаспор, шнемеспор. Они завлекают, ну, как, если глава, там, если даже полиция приедет. Единственная проблема, то, что эти люди никогда не будут говорить плохое о себе. Это у каждого так. Как они вас избивали? Палкой и галошами. И тапочки еще вот такие сильные. Албала, ханими. Шапман. Вот на кого шапман, да тапочки баку на шапка кунглак пунна, хатюрлен да пятнега. Ну, избивали, что в руку попадал, наверное, а галоши использовали, как бы синяк от него не остается. Инвалид вон. И вон такая мазыка. Ой, не хочет. Я лучше повешусь, говорит. Я лучше на кладбище. Попыток сбежать из дома было много. Пострадавшая не раз пряталась у соседей, ночевала на кладбище, но опекуны насильно возвращали ее. По словам женщины, ее держали 7 лет именно в этом доме. Избивали, домогались и не выпускали за территорию дома. К сожалению, сейчас жителей этого дома на месте нет. Соседи тиранов ничего подозрительного не замечали и, отнекиваясь, не могут поверить, что такое могло происходить перед их домом через дорогу. Они били ее? Били они ее? Били?
Что? Били они ее? Били? Ой, били, даже это администратор показал такие синяки, администратор, глава показал, глава. На тот момент глава поселения отреагировал на просьбы о помощи пострадавшей и решил помочь определить ее в дом престарелых. Но в последний момент женщина отказалась от прохождения медицинского осмотра и пропала в неизвестном направлении. В прошлом году кошка стучит меня. А кто такой 2 часа ходит? Я испугалась, я вышла. Кто там, я говорю, кто там? Он уже дома есть полно. Сапожки, платье, пускать уже не даешь. Тапочки уже не даешь. Вон калоши еще холодные же. Они вам ни одежды, ничего не давали? Не давала. Не давали. Ага, вот так. Только одно платье у вас было? Ага. А вот эта вся одежда, в которой вы сейчас, вам уже здесь ее дали, да? Угу. А обувь у вас была? Нет, ну, вот калоши, есть калоши, вот калоши. Сейчас ей приходится скрываться в соседней деревне.